Департамент охраны культурного наследия, согласно указу главы республики от 2 октября присоединяется к Минкультуры, Министерству культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия, то есть перестает быть отдельным органом исполнительной власти. Там есть некоторые нюансы. Я во второй половине своего выступления, с вашего разрешения, коротко дам информацию о проделанной работе и о планах в будущем, и как в последующем будет работать Департамент охраны культурного наследия уже как структурное подразделение Министерства культуры и духовного развития Республики. Итак, сезон охраны культурного наследия, а именно реставрационное, ремонтное направление, а также археологические раскопки у нас завершаются. Октябрь – это тот последний месяц, когда мы подводим итоги, что делали, сколько сделали, что удалось, что не удалось. Что радует? Нам таки удалось завершить реставрацию, проведение археологических раскопок по улице Чернышевского. Как я уже говорил в прошлом своем эфире, это были самые крупные археологические раскопки на территории города Якутска. Более 800 квадратных метров были раскопаны. И сегодня я радуюсь, что удалось завершить вовремя срок, хотя были до последнего дня сомнения, споры, удастся ли завершить, потому что, как вы видели, через наши средства массовой информации, через социальные сети наших партнеров из Арктического научно-исследовательского центра и Всероссийского общества охраны памяти, истории и культуры, там были вопросы, поскольку последние дни там были обнаружены некоторые предполагаемые артефакты. Вот так. Результаты этой работы меня в частности радуют. Были найдены очень большое количество артефактов, монет, например, более 200 монет, это очень большое достижение. Артефакты потом будут обнародованы, надеюсь, что и мои коллеги из Арктического научно-исследовательского центра обнародуют и вам расскажут полный результат. Я знаю об этих находках и могу вам рассказать, но воздержусь, поскольку принято, чтобы именно авторы археологического раскопа вам подавали свою информацию. Поэтому, с вашего позволения, опять же, я пока не буду распространяться. Мы продолжаем реставрацию дома-музея Орджоникидзе, и я вам ранее говорил, что в наших планах в этом году поставить коробку и завершить в следующем году уже полностью сам объект, и этот план исполняется. Сегодня вчера мне отчитались, что план этого года завершается и уже идет консервация, то есть мы сезон завершаем реставрацией. Тут один такой нюанс. Если взять по этому объекту, мы благодаря этому объекту в этом году, в текущем сезоне, приобрели колоссальный опыт реставрационной деятельности. Если мы раньше занимались реставрацией очень много. За эти годы мы провели несколько десятков реставрационных работ, притом не просто реставрации, а реставрации именно самых разных крупных объектов, включая церковь, включая каменное здание, дом казначейства. А вот именно в доме Серго Орджоникидзе мы опробировали множество технологий, с которыми мы сталкиваемся в этом году. Поэтому были сложности, я признаю, что были сложности, были претензии со стороны заказчиков, то есть из города Москвы, Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры были претензии, но благодаря их поддержке, их пониманию и помощи мы эти моменты все решили, и сегодня пришли к тому, что законсервировали объект, то есть план этого года исполнен. И ждем следующего сезона. Следующий сезон у нас начнется со второй половины апреля, когда уже будет тепло, и начнем реставрацию, а завершать будем в конце сентября следующего года. Мы продолжали в этом году проект «Сохраним памятники», и этот год у нас получился чуть поскромнее прошлого года, но нужно понять, проект «Сохраним памятники» должен был завершиться в прошлом году. То есть он был рассчитан на 3 года, завершается с празднованием столетия якутской автономии, и он был автоматически продлен и в этом году, и, соответственно, работы были проведены.
В частности, на сегодня идет продолжение реставрации дома Сурамаллана, который будет стоять по улице Чернышевского, 26. Мы затянули этот процесс. Опять же, мне придется признаваться, мы хотели в этом году уже открыть образовательное учреждение в доме Сурамаллана, но там мы столкнулись с такими моментами, как точки опоры этой линии, где должен стоять сам объект. И, соответственно, были некоторые моменты, на какой высоте он должен находиться, далеко ли от забора, дальше ли от забора и так далее. И этот момент немножко нас затянул, и вопрос на сегодня решается. И думаю, что, хотя и с некоторым опозданием, мы завершим этот объект, но тут я поддерживаю своих коллег, когда речь идет о восстановлении памятников. Очень важно не спешить и делать качественно. Соответственно, мы не торопим наших коллег, потому что там не были израсходованы бюджетные средства, то есть мы не ограничены определенными финансовыми годами, сроками и так далее, работа ведется. И, уважаемые коллеги, тут поступают вопросы, и я по ходу своего рассказа буду останавливаться на некоторые из них. Наши коллеги из Якутии.Инфо спрашивают о раскопках на площади Ленина, и говорится, что ранее там в начале 19 века располагался гостиный двор, поэтому историческая ценность данной территории очевидна. Да, в последнее время этот вопрос у нас волнует многих. Поступали ряд предложений и вопросов со стороны общественников, и ответ держали наши коллеги из Общества охраны памятников, и эти их ответы были согласованы с департаментом, то есть это были наши совместные ответы. Да, площадь Ленина на сегодня является самым центральным нашим объектом. Да, там на этой территории находился гостиный двор, но историческая ценность данной территории очевидна. Тут я поддерживаю своих коллег из Общества охраны памятников. Там был момент, что очевидно или не очевидно решает экспертиза, историко-культурная экспертиза. То есть, по нашим информациям, непроверенной информации, сейчас наши коллеги из Управления архитектуры республики будут нам предоставлять экспертизу, то есть согласно законодательству заказчик работ, в данном случае Управление архитектуры Республики Саха-Якутия, Попов Любовь Александровна, руководитель, они должны провести историко-культурную экспертизу, где должны доказать, имеет эта территория историческую ценность или не имеет. Как доказывается этот момент? Они нанимают эксперта, которые занимаются историко-культурной экспертизой, а это люди, которые прошли аттестацию Министерства культуры Российской Федерации, то есть они имеют специальный документ. Там не принимает участие ни один чиновник, и этот эксперт, который заключил договор с Управлением архитектуры, проводит историко-культурную экспертизу. И именно эти люди решают, имеет вот эта территория историческая ценность или не имеет. Когда начали поступать сигналы, я отправлял своих коллег проводить визуальный осмотр, и они, там, правда, речь шла о верхнем слое, то есть когда плиты снимали, когда снимали верхний слой, то, допустим, если сейчас туда пойти, вы там не обнаружите следы каких-либо строений, захоронений, вещей и так далее. То есть пока мы не сможем на сегодня сказать, что эта территория имеет культурный слой. Но это не окончательно. Насколько мне отчитывается Управление архитектуры, они занимаются этим вопросом и в скором времени должны предоставить справку о том, что эта территория имеет историческую культурную ценность или не имеет. В любом случае, данная им справка тоже не окончательна. Мы, Департамент охраны культурного наследия, их справку публикуем на наших сайтах, и вы все можете ознакомиться с этой справкой и согласиться или не согласиться. Если согласны, то понятно. Если не согласны, вы должны обосновать, на каком основании вы не согласны. Соответственно, мы ждем действий со стороны Управления архитектуры. Еще один вопрос от Константина Морозова. Чем занимается департамент? Наверное, сделано немало за эти годы. Департамент охраны культурного наследия был создан в 2016 году. Он проработал 7 лет.
И мы сейчас подводим итоги, то есть закрываем долги, встречаемся с нашими коллегами и даем кое-какую информацию. И вот короткую информацию мы подготовили для вас специально сегодня, чтобы выйти в эфир, что нами было сделано за 5 лет. Коротко на вопрос Константина Морозова отвечу. За эти годы было проведено надзорных мероприятий на 166% дольше, чем предыдущие годы. То есть в 2017 году было проведено 36 надзорных мероприятий, а в 2021 году до моратория 60 надзорных мероприятий. Количество возбужденных административных и уголовных дел увеличилось 34 раза. Количество выданных предписаний. Предписание это с предупреждением, что не надо нарушать закон. Если в 2018 году было выдано 34 предписания, в 2023 году уже выдано 38 предписаний, то есть увеличено на 112%. Количество утвержденных границ территории увеличилось на 160%. Количество границ территории – это граница самих памятников. Допустим, стоит памятник археологии, старинный дом, и он имеет свои границы. Мы работали в этом направлении, постарались довольно активно, поскольку это сложный процесс, и увеличили на 160%. Количество внесенных сведений о защитных зонах увеличилось на 100%. Количество разработанных зон охраны объектов культурного наследия увеличилось до 42 объектов, 42 раза. Количество выданных охранных обязательств собственников и иных законных владельцев увеличилось в 67 раз. Количество установленных информационных надписей увеличилось с 7 до 391. Количество объектов культурного наследия, включенных в реестр, увеличилось на 105%. Количество запросов о наличии или отсутствии объектов культурного наследия перед хозяйственным освоением увеличилось на 249%. Количество актов экспертиз на наличие или отсутствие объектов культурного наследия увеличилось на 359%. Количество зарегистрированных открытых листов на проведение археологических полевых работ увеличилось на 151%. Количество археологических распасательных работ увеличилось в 7 раз. Количество ремонтно-реставрационных работ увеличилось в 57 раз. Количество мероприятий популяризации объектов культурного наследия увеличилось на 193%. Количество правовых актов департамента в год увеличилось около 25 раз. Количество государственных услуг увеличилось с 4 до 13. Количество исходящей корреспонденции увеличилось на 148%. Это небольшая информация о результатах нашей работы за 5 лет. И как вы видите, достижения есть. От себя добавлю Морозову, Константину Морозову, что особенно меня радует, что в течение 5 лет у нас появилась система охраны объекта культурного наследия. Если еще в 2018 году была у нас одна компания, которая занимается ремонтно-реставрационной работой, именно деревянных только конструкций, то на сегодня на территории республики работают 6 компаний, которые занимаются не только реставрацией и ремонтом всех видов памятников, и каменных, и железных, и деревянных, но и занимаются проектированием. То есть на сегодня компании республики умеют и имеют право проводить весь цикл работ, и проектирование, и вплоть до последних этих. И, соответственно, за все эти годы, с 2018 года, порядка 60 объектов было отреставрировано. Из них самое большое количество – это 49 памятников по проекту «Сохраним памятники» благодаря спонсорам. И напоминаю, что до этого, до 2019 года, в течение 13 лет официально ни одного памятника, говорят, не было отремонтировано. Олег Жильнин спрашивает, кто обязан охранять памятники в столице Якутии? Коллеги, этот вопрос задается очень часто. И я в течение 5 лет, которые занимаюсь эту должность, без конца отвечаю. Этим должен заниматься собственник памятника. 73-й федеральный закон, есть такой закон, который регулирует сферу охраны объектов культурного наследия, прямо говорит, что если вопросы идут
от департамента и спрашивает именно у собственника. Если нету собственника, тогда уже начинаются проблемы. Тогда вопросы задаются уже муниципалитету. То есть, согласно законодательству, полномочия по охране памятников несет муниципальное образование на уровне муниципального района. То есть, если Олегу Женину, моему хорошему знакомому, скажу, что если памятник находится на территории города Якутска, должна отвечать администрация города Якутска, если нет собственника. А если есть собственник, то должен отвечать собственник. Но тут есть очень большое но. Как мы все знаем, памятник различается на объекты культурного наследия и не на объекты культурного наследия. Если это объект культурного наследия, то Департамент охраны культурного наследия вынуждает собственников или местные власти реставрировать и ремонтировать эти объекты. В частности, хотя мы видим, что в довольно сложном состоянии находится памятник Дежнева, уже который раз стоит закрытым памятник комсомольцев на площади комсомольцев и так далее, но сейчас работа ведется, высланы предписания и идут работы, чтобы местная администрация ремонтировали эти памятники. Соответственно, на сегодня уже у администрации города Якутска есть планы по их реставрации и ремонту. И памятник Дежнева, и что касается памятника комсомольцев, то уже тут речь идет о республиканской собственности, то есть памятник комсомольцев — это республиканская собственность, и на сегодня уже мы ведем договоренность, работу, чтобы они были отремонтированы. Например, по памятнику Ленина, нашему любимому и долгожданному, эта работа тоже ведется, и в скором времени мы должны завершить. Но один момент сразу поясню, уважаемые коллеги, друзья, что на сегодня вопрос стал, а поставить нам памятник Ленину в этом году или в следующем году. Там нюансы в том, что мы можем поставить, наши партнеры могут поставить обратно Ленина в этом году, но есть боязнь, что так как наступают холода, этот вопрос может ударить по качеству будущему памятника Ленина. И, соответственно, сейчас комиссионно мы должны решить, может быть, перенести на следующий год. Я, например, лично, что было сделано качественно, чтобы бесконечно не возвращаться к этому вопросу, но заказчиком реставрации этого памятника является не Департамент охраны культурного наследия, а Министерство строительства в лице службы государственного заказчика, и вот эта комиссия должна решить, если люди за то, чтобы поставить памятник в этом году, есть за те, которые чтобы поставить в следующем году. И как это должно быть? Олег Джанин спрашивает. С Олегом, с Джаниным мы постоянно встречаемся, я могу более подробно рассказать, но тут такое дело. Но я закончу, да? Если это не объект культурного наследия, или если это бесхозный объект, то уже начинаются проблемы. Таких памятников у нас масса. И, соответственно, я периодически слушаю, может быть, Андрей Анатольевич Высоких в своем интервью как раз перед вами, Олег, прошу прощения, забыл, он сказал, что, может быть, объявить мораторий, пока мы не упорядочим все памятники. Доля справедливости в этом есть. Зачем нам бесконечно ставить памятники, если мы не можем за ними следить? Может быть, следует подумать, но не 5 лет, а, допустим, уже уделить внимание тем памятникам, которые уже стоят. Например, по проспекту Ленина есть один памятник писателям. Да? Я, будучи еще замминистром культуры, следил за этим событием, но потом по завершении, так как я потом занял другую должность, перестал следить. Но я помню, как много людей просили, чтобы этот памятник стоял. И как дорого он обошелся бюджет республики, и как много времени было затрачено для того, чтобы поставить памятник. И памятник был поставлен. И сегодня что происходит? Я смотрю, а там уже плиты трескаются, никто не следит за этим памятником, снег не убирает. И вопрос, а где люди, которые били за этот памятник? Если это был объектом культурного наследия, то вопросов нет. Мы бы предписание писали бы, мы бы настояли бы, а это не объект культурного наследия. То есть у него нет охраняемого объекта. И Департамент охраны культурного наследия не может настоять, чтобы кто-нибудь за ним следил, поскольку это уже будет превышение полномочий. Поэтому те люди, которые ставят памятники, и те, которые инициируют эти памятники, должны нести ответственность.
на мой взгляд. То есть, если они хотят, чтобы память стоял, возможно, они согласятся нести ответственность за дальнейшую сохранность этого памятника. Это мой личный взгляд, и никаким законом пока оно не отрегулировано. Так. Вот, Валентина Васильева спрашивает, когда вы поставите памятник Ленину. Я только что ответил, что памятник Ленину мы можем поставить в этом году, но тут сейчас идут разговоры, может быть, в дальнейшем перенесено на следующий год. Мы будем это дело решать комиссионно. Так, Руслан Петров, вы теперь в составе Министерства культуры, ваши функции насколько меняются? Согласно указу главы республики 2 октября, наши полномочия и наша структура сливается с Министерством культуры и духовного развития. Но после указа главы должны выйти ряд документов. В частности, должен выйти указ главы республики о структуре Министерства культуры и духовного развития, где Департамент охраны культурного наследия должен фигурировать как отдельная структурное подразделение министерства. И должно выйти постановление правительства о передаче полномочий по охране объектов культурного наследия с Департамента охраны культурного наследия в Министерство культуры и духовного развития республики. И вот эти документы сейчас проходят согласование, оно займет много времени. Нам дали 3 месяца. Вот в течение 3 месяцев мы должны отрегулировать, но как практика, возможно, это еще будет еще дольше. А до этого, пока эти моменты не будут решены, Департамент охраны культурного наследия работает в прежнем режиме, потому что ни один день мы не можем оставить в стороне, потому что мы исполняем федеральные полномочия, и пока вот эти моменты регулируются, я являюсь действующим руководителем Департамента охраны культурного наследия. По дому Орджоникидзе коротко я информацию дал. Это один из крупнейших объектов проекта последнего времени, и если вы внимательно слушали, я рассказал, какие сложности мы встречали. Я добавлю, мы когда реставрировали церковь в селе Курдем и дом 19 века в городе Улёпкинске, мы реставрировали по общепринятым технологиям, тогдашним наши специалисты компании, они реставрировали, как реставрировали всегда. То есть убирали сгнившие детали, их меняли, обрабатывали веществами, иногда даже красили и так далее, и так далее. А в этот раз используются совершенно другие технологии. Например, есть там технологии протезирования. То есть, если бревно сгнило, мы не можем его вытащить и выбросить, и поменять на новый. Мы из этого бревна воскрабливаем всю гнилую часть и заливаем специальным раствором. И это занимает гораздо больше времени и сил, чем, допустим, поменять на другую деталь. Соответственно, все эти работы нами проводятся. Кстати, мы на славу очень так преуспели в этом деле, и в следующих годах и опытах этот опыт нам очень сильно понадобится. Так, когда вы поставите памятник Ленину? Валентина Васильева спрашивает, памятник ставите и забываете, почему так? Это вопрос, я ответил, это вопрос не к нам. Департамент охраны культурного наследия не занимается установкой памятников. Этим занимаются муниципалитеты в основном и отдельные энтузиасты. Мне вообще не нравится памятник Десяткину Тарасу. Это не объект культурного наследия. Многие памятники, честно говоря, мне тоже не нравятся. Многие нравятся. Я смотрю как с художественной стороны, как произведение искусства. По Тарасу Десяткину я не скажу, что оно нравится или не нравится. Такой обыкновенный памятник, которых у нас десятки. В принципе, полный рост, с пиджаком и так далее. Но, как говорится, художественной ценности тут отдельного, такой большой художественной ценности, возможно, есть, я не спорю. Но это не объект культурного наследия, и я не скажу, что он мне нравится или не нравится. Он не является охраняемым объектом. Тур Вич, поясни, какие результаты от проведения таких форумов. Форум
это общественники проводили, финансировал Минкультуры Российской Федерации, это для того, чтобы стимулировать наших общественников. Я добавлю, что без поддержки общественников, без участия общественности решение положительно наших вопросов не предоставляется возможным. Я вот как на духу скажу, если бы нас не поддерживали наши коллеги из Общества охраны памятников истории и культуры в лице Васильева Руслана Васильевича, руководителя республиканского отделения, Высоких Андрея Анатольевича, руководителя городского отделения, такое удачное решение вопросов было бы невозможно. Поэтому я искренне считаю, что такие форумы нужны. Я бы их проводил в республике каждый год. Но тут и тем более эти работы, эти мероприятия были профинансированы Минкультурой России. Какие у вас планы по очень интересному проекту «Сохраним памятники»? Мы отреставрировали 49 памятников. Последний отреставрированный памятник – это памятник Нестору Александровичу Каландарашвили, село Октемсы. Мы его обратно поставили. Были споры, но тем не менее это объект культурной наследия, и это наше прошлое. Мы его благодаря поддержке железных дорог Якутии поставили на прежнем месте. Открыли отреставрирован дом Савы Егорова в селе Титары Усалдынского улуса. А в следующем году мы хотим открыть дом Сорного Луана в городе Якутске и отреставрировать еще один памятник на территории Хангаласского улуса. Вот такие у нас дела. Это уже следующего года. Какие регионы участвовали в форуме? 20 регионов. По всей республике, по всему Дальнему Востоку и Сибири 21 регион. У нас участвовали 20 регионов. Большие реализованные. А какие у департамента самые большие реализованные проекты? Ну вот я сказал, что самое удачное направление, которое мы делали все эти 5 лет, мы реставрировали много памятников. Около 60 памятников. Это очень большое достижение. Ничего подобного по всей стране не было. И мы этим очень сильно гордимся. Очень бы хотелось, чтобы эти темпы были продолжены, но пока из-за последних изменений я гадать не буду, насколько будут удачными наши проекты по реставрации памятников. Так, Маргарита Игнатьева спрашивает, есть ли подобные проекты в других регионах? Нет, ничего подобного нет, и поэтому вот форум Сибири и Дальнего Востока проходил у нас, чтобы поделиться нашим опытом. И все хотели узнать, как нам удалось реализовать столь масштабный проект. Я отвечал им, что благодаря поддержке общественности и лично главы нашей республики Асима Сергеевича Николаева, как вы знаете, он принял участие в этом проекте и отреставрировал один из самых значимых объектов культурного наследия нашей республики. Ну, по лидеру в опеку вектор, в принципе, я уже ответил, да? Может, дальше пойдем. Женя Данилова спрашивает, реконструкция площади Ленина, должна ли вот там пройти археологическая разведка? Я ответил нашим коллегам из Якутии Инфо, должна пройти или не пройти, будет решаться благодаря экспертизе, историко-культурной экспертизе, проводимой Управлением архитектуры республики. Если они нам принесут справку, что культурного наследия там нет, то мы согласимся. Если скажут да, мы им дадим поручение, чтобы они провели археологические раскопки. То есть, я повторяю второй раз, уместность проведения археологических раскопок на данных территориях решается историко-культурной экспертизой. Ни один чиновник, ни один общественник не может подойти и сказать, вот нужно тут провести археологические раскопки. Это решает эксперты археологии. Так, можете сказать, какие крупные памятники планируете восстановить и за счет каких средств или программ? Сегодня мы уже начали готовиться к празднованию мероприятиям 400-летия присоединения Якутии к российскому государству. Массу предложений мы уже готовим, вплоть до реставрации Вознесенской церкви в селе Чуракча, Бетядяхской церкви в Мегидхангаласском улусе, в Вилюйском городе Вилюйске ряд объектов, памятников, там очень много славных памятников архитектуры и так далее. Даже разработка программы по археологической раскопке наиболее значимых территорий республики. Все это у нас есть, и
Мы сейчас работаем над этим, но вот некоторые нюансы возникнут из-за нашего присоединения к Минкультуры Республики. По памятнику Ленину я уже ответил. Постараемся. Пояснить, можно строить на территории памятника объекта культурного наследия. Смотря какой памятник. Допустим, если памятник архитектуры, там есть охранная зона 100-метровая, и если это не историческая какая-то реконструкция, то запрещается. А если это памятник искусства, например, памятник Ленину, да, там такого территории нету, есть там предмет охраны. Если предмет охраны не затрагивается, то можно разрешить. То есть в каждом строительстве, перед каждым памятником проходит определенную отдельную экспертизу и рассматривается отдельно. Допустим, если стоит памятник архитектуры, небольшой дом, а вы хотите в 100-метровой зоне поставить небоскреб, да, и этот небоскреб, естественно, будет негативно влиять на памятник архитектуры, и этот вопрос изучается отдельно. Там же этот внешний вид памятника нарушается, там идут грунтовые воды, например, да, и все этот вопрос решается. Например, перед Никольской церковью в городе Якутска строился один многоэтажный дом. И еще в 2016 году, если не ошибаюсь, строительство его было приостановлено, поскольку эксперты посчитали, что строительство многоэтажного дома перед церковью помешает внешнему виду церкви. И строительство остановилось. Или, например, около Троицкой церкви должен был стоять многоэтажный большой небоскреб. И этот вопрос тоже был приостановлен, поскольку эксперты посчитали, что строительство многоэтажного небоскреба перед Троицкой церковью негативно повлияет на сохранность и внешний вид одного из наших самых старинных памятников. То есть в каждом случае мы подходим отдельно. Так, Валентин Васильев, самый активный сегодняшний участник, Валентин Васильев. Валентин Васильев, большое вам спасибо за ваши вопросы. У Хасан будет памятник, опыленный золотом. Вроде мы живем и думаем, зачем нам опыленный золотом памятник? Вот, допустим, в этом году типа золота или бронза покрасили памятник на площади Победы, и столько претензий было, потом заказчикам пришлось все это исправлять. Я, допустим, на эти вещи смотрю так, с философией. Еще вопрос есть, да? Все. Коллеги, огромное спасибо за все эти вопросы, были очень интересные, и как никогда у нас прошло, вот 34 минуты у нас прошло быстро. Искренне надеюсь, что на следующей встрече и будем разговаривать тоже интересно и полезно. Спасибо, до свидания.